Сегодня знаменательный день для всего мира. Ровно 60 лет назад в космос отправился первый человек. Им стал наш Юрий Алексеевич Гагарин. Молодой и бесстрашный, он стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире облетел Землю по орбите за 108 минут. После этого, конечно, было еще немало открытий, достижений и побед. Человек по сей день активно продолжает исследовать космическое пространство. Анна Зубарева узнала о нем много нового, пообщавшись с доктором медицинских наук, интересовавшимся космосом с самой юности Юрием Солониным. Юрий Григорьевич, для начала хочу вас, наверное, поздравить с Днем космонавтики. Все-таки это и ваш праздник тоже. Спасибо. Я тоже поздравляю вас и телезрителей с этим великим праздником, всенародным и международным. Юрий Григорьевич, а сколько людей за все это время побывало в космосе? В космосе побывало более 540 землян из 37 стран. Из них 59 женщин. Каждого из них, безусловно, можно назвать героями. Полет в космос всегда связан с большим риском. Особенно 60 лет назад. Фактически, это можно сравнить с сидением на пороховой бочке. У кого-то парашют не раскрылся, случился взрыв на взлете или посадке. И вот еще страшное слово «разгерметизация». Волков, Добровольский и Пацаев. При возвращении с орбиты произошла разгерметизация корабля, дырка образовалась в обшивке. И люди мгновенно погибли, кровь вскипела у них. В космонавты отбирают исключительно здоровых людей. И физически, и психически. Есть определенные параметры по массе тела, росту, возрасту. Обязательно высшее образование, знание хотя бы разговорного английского. И даже самым крепким и сильным не избежать серьезной подготовки. Космонавт испытывает и жарой, и холодом в специальных термокамерах. Испытывает разряженным воздухом. В барокамерах помещает на большую высоту, выше 5-6 километров. Дальше в сурдокамере, когда никаких звуков нет. Испытывают, несколько суток человек сидит, никаких звуков нет вокруг него. Это очень тяжелое испытание. Тренировки на центрифугах и под водой, прыжки с парашютом днем и ночью, на сушу и воду. Чтобы быть готовыми к космосу, люди учатся выживать в тундре, тайге, горах, пустыне. Только подумать, корабль выходит на орбиту со скоростью 8 км в секунду. Это в 23 раза быстрее звука или в 10 раз быстрее пули. Период обращения вокруг Земли 1,5 часа. За это время очень много событий происходит, за эти 1,5 часа. День, вечер, ночь и утро сменяются. И не только сутки проходят за 1,5 часа, сезоны меняются. За это время люди видят и зиму, скажем, в южном полушарии, и лето в северном полушарии прилетают, и весну, и осень. За 1,5 часа все это они увидят с орбиты. Каждого, конечно, волнует гигиена космонавтов. Если раньше на станции «Мир» был даже свой душ, то позже от него пришлось отказаться. Слишком дорогое удовольствие. Люди при уходе за кожей, за волосами используют разовые салфетки и полотенца. И многие космонавты говорят, что быстрее бы приземлиться и сходить в баню, помыться. Удивительно, но даже в таких условиях космонавтам удается бриться и стричься. Из-за невесомости нельзя допускать попадания чего-либо в воздух, а потому приходят на помощь специальные устройства по типу пылесоса. Отсутствие притяжения, конечно, добавляет хлопот. Воду здесь пьют только через трубочку. Летающие капли воды элементарно могут замкнуть электронику. Даже булочки для питания делают такие маленькие, на один прикус, чтобы никаких крошек не оставалось. Вот такая особенность. Для космонавтов предусмотрено 4-разовое питание. Обходится оно в сутки на одного человека почти в 1800 рублей. Всего 70 разных блюд. В консервных банках, тубах, пластиковых упаковках. Еще одна трудность, связанная с невесомостью – отсутствие каких-либо даже минимальных физических нагрузок, когда целую тонну можно сдвинуть одним пальцем. А существует ли какая-то система физических нагрузок, которые должны выполнять космонавты в космосе? Физические нагрузки очень интенсивные и длительные, от 2 до 3 часов ежедневно. Это различные эспандеры, пружины. Это бегущие дорожки. Человек пристегнут к бегущей дорожке, чтобы не оторвался, и он бежит. А по возвращении домой космонавты настолько ослаблены, что их приходится вытаскивать из корабля. Первые дни они под пристальным наблюдением врачей не могут самостоятельно стоять, но все равно спустя время продолжают летать.
Некоторые покидали Землю и прощались с невесомостью по 5-6 раз, будто попробовав однажды, уже невозможно остановиться. Да, их тянет, так же, как летчиков тянет к самолету, так и космонавтов тянет в космос. Юрий Григорьевич, вы примерно в 2013 году говорили, что человечество полетит на Марс через примерно 20 лет. Получается, 12 лет осталось и освоим Красную планету, или цифры поменялись? Ну, наверное, где-то вот так вот, где-то вот. Вон даже набирает людей, которые готовы лететь в один конец в Америке. Вот, так что есть энтузиасты такие. Юрий Григорьевич признается, что сейчас грезит мечтой, чтобы кто-нибудь из республики Коми покорил космос. Там уже были и монголы, и болгары, румыны, поляки, немцы, кубинцы. Возможно, действительно не за горами тот день, когда мы будем отправлять нашего земляка в такое манящее космическое пространство. Анна Зубарева, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.